Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В Якутске открылся фестиваль оперного искусства «Ария Севера». В рамках программы у жителей и гостей столицы республики есть возможность посмотреть и послушать на сцене театра оперы и балета оперу «Севильский цирюльник», оперетту «Сильва», оперу «Кармен». А завершит фестиваль 12 ноября гала-концерт, в котором примут участие гости фестиваля и якутские солисты оперы. Сегодня гостья в студии Людмила Кузьмина, солистка оперы, лауреат международных конкурсов. Людмила, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Очень рада видеть вас в нашей студии. Взаимно. Вот расскажите немножко о себе, откуда вы родом, кто увлек вас пением, вот, есть ли, может быть, среди ваших родственников музыканты? Я вообще из очень музыкальной семьи. Буквально начиная с дедушки моего, он всегда играл на музыкальных инструментах, и всегда, это было развито раньше, даже вот в университете, когда он учился. Видимо, был класс музыкальный, и он знал ноты, играл на гармошке, играл на балалайке, мандолине. Вот всегда мы слышали музыку. И я ведь выросла буквально в детстве. Вот откуда я родом, да? Я родилась в Якутске, но вот детство мое прошло, все каникулы летние у дедушки с бабушкой в село Хатылы Чурапчинского улуса. Я считаю, что вот я оттуда родом, а также, так как я училась в школе музыкальной в городе Покровск, да, теперь, моя вот родина вторая — это Покровск. Поэтому первые шаги-то я начала свои профессиональные делать вот в музыкальной школе города Покровска, и это очень важно, естественно. И так я проучилась до музыкального училища. Буквально 9 классов я там закончила. И дальше продолжила в городе Якутске. А также, вот говоря уже то, что мы в семье, я из семьи музыкальной, только 2 человека у нас профессионалы, музыканты. Это мой дядя Александр Эдуардович Кузьмин, который заведующий духовым отделением в Высшей школе музыки имени Василия Афанасьевича Босикова. И также он создал духовой оркестр Якутии, вы знаете. Вот, так что вот мы 2 таких музыканта в нашей семье. Ну, вот вы окончили Уральскую консерваторию, да, в Екатеринбурге, можно сказать, там вы получили уже оперное образование, да. Где вы еще постигали секреты оперного искусства? Вы знаете, я же начинала как пианистка, и даже поступление в консерваторию Екатеринбурга это было, ну, как большой удачей, и как судьба так распорядилась. И начинала я заниматься вокалом очень тоже случайно. В общем, это очень долгая история, стоит ли рассказывать. Вот. И я думаю, что моя удача в моих педагогах. Я попала сразу... Во-первых, я была направлена педагогом Колодезниковой Валентиной Ивановной, которая здесь заведует вокальным отделением, и в училище тогда. Это выдающийся педагог Якутии, у которого буквально половина вокальной труппы, оперной труппы в театре — это ее ученики. И вот я ее была направлена в консерваторию, и там я попала к очень хорошему педагогу, выдающейся личности, народной артистки России Залезняк Светланы Васильевны. Это вот моя удача становления как певицы, да. Если бы я к ней не попала, может быть, я и не продолжила бы, собственно. Она вот заинтересовала настолько в профессии меня, поэтому... Ну вот расскажите о своем участии в международных конкурсах, да, насколько важны для оперной певицы вот такие конкурсы. В афише оперы «Севильский цирюльник» отмечено, что вы поете как в Якутске, так и в Италии. Да. Вот. И как вы вообще оказались на родине оперы? Вот. Первый мой конкурс, кстати, я же продолжила обучение еще в Центре оперного пения Галины Вишневской в Москве. И будучи там, мой первый... Нет, я раньше участвовала во всероссийском конкурсе Валентины Левко, где я заняла 2-е место. Затем, вот, оказавшись в Москве, я решила попробовать себя вот
в Москве поступила в Центр оперного пения Галины Вишневской. И там я в 2008 году поехала на конкурс в Италию. И выиграла его. Как, было что 120 участников примерно. И как-то я так выиграла его, и сама даже того не ожидая. И как-то на себя посмотрела серьезнее, понимаете, в каком-то, ну, более масштабнее, скажем так. И в географическом, и в профессиональном плане. Ну вот, это, можно сказать, пришло к вам мировое признание, да, практически сразу. То есть первое выступление на международном уровне в Италии, и вы сразу, получается, занимаете первое место. Как дальше потом развивалась ваша карьера? Куда вы направили свой взор, свои силы? Вот там было мне предложено участие в опере «Аида» в городе Бари, в театре Петрузелли. Но какой-то кризис там наступил очередной. И вот эту премьеру они перенесли, и, в общем, это как-то потом это все заглохло. Но ожидая это приглашение, значит, я участвовала, я спела «Кармен», что это значимо было очень для меня. В Центре оперного пения Галины Вишневской также. Она мне доверила спеть премьеру. Вот это для меня очень дорого. Вчера я как раз рассматривала свои записи старые, в общем, это такой день ностальгии получился. И в этом же году, или через год, я поехала в Михайловский театр, меня пригласили спеть партию Любаши в «Царской невесте». Тоже это очень было интересно себя попробовать на санкт-петербургской сцене. Вот. Это вот такие значимые роли. Произошло такое вот счастье со мной. И вот карьера в Италии. Как развивалась карьера там? Как долго вы работали и работаете ли сейчас в итальянском? Да, я участвую ежегодно на фестивале Россини в городе Пезаро, где я живу. Это родина Россини, где он родился, где он оставил все свое наследие музыкальное, где все дышит духом Россини. Музыка раздается дапертутто, хочу сказать по-итальянски. Везде присутствие Россини чувствуется. Там вилла Паваротти, где он практически жил, да, когда не работал. Вот. Там родилась Рената Тибальди, там учился Марио Дель Монако. В общем, это такой город высочайшей культуры. И, в общем, я счастлива находиться там. И, в общем, я участвую на этом фестивале и вижу, как это происходит на мировом уровне. Я вот всегда к этому стремилась, и наблюдать это, просто это столько эмоций, так тебя питает. В общем, сразу понимаешь, что вот не зря живу, не зря. Вот. Вот вы, да, можно сказать, уже и в мир повидали, выступали в Италии, и выступаете в том числе, да? Ну, давайте поговорим о фестивале, который у нас проходит в Якутии, «Ария Севера». Вот как вы вообще оцените этот фестиваль, насколько он серьезный, масштабный? Ну и хочется поговорить, конечно же, о вашей героине из оперы «Севильский цирюльник». Близка ли она вам? Вообще, вот проведение фестиваля, да, это как бы общение с публикой. Это праздник. Сравнивая, конечно, это вот должно увеличить число обожателей, любителей оперы. Видя, как там поклонники, да, они каждый год приезжают, они следят, кто поет, что поет, за репертуаром, за исполнителями. И это, для них это смысл вот, их существования. Они ездят с фестиваля на фестиваль, слушают своих любимых исполнителей. В общем, это целое такое дело. И на фестивале приезжают все критики, да, со всего мира. Это все обсуждается, они делятся впечатлениями, мнениями. Это действительно целая такая жизнь отдельная, это праздник, это всегда поднимает жизненный тонус у людей. В общем, и я желаю нашему фестивалю превратиться в такой фестиваль, чтобы это, заинтересованность была вот массовая, и чтобы наших певцов любили до такой степени, чтобы они за ними ездили по всем уголкам.
Вот, и я думаю, что к этому мы придем. Я даже помню, как я пела на первом фестивале, пела я партию гувернантки в «Пиковой даме». Это я помню вот это состояние, это был действительно праздник. Я это помню. И дай бог, чтобы это все продолжалось вот таким образом. А роль Розины, конечно, не могу сказать, что я такая уж и очень близкая она мне роль, но мы ее приближаем. Вот. И, собственно, живя в городе Ростине, я как-то что-то, как естественно, привнесло мое проживание там и участие в таких спектаклях, да. Поэтому, я вот стиль, как сказать, начала понимать. Я надеюсь, что я буду его совершенствовать. В общем, вот так. А есть ли у вас, может быть, какие-то поверья или приметы, да, чтобы выступление прошло хорошо? Может быть, что-то делаете перед выступлением, что-то замечаете? Или, в Я принципе, не важно, я внешние избавилась от обстоятельства, всяких да? этих суеверий, избавилась, потому что, это лишнее, да. Сейчас я привожу себя в хорошее настроение. Если оно немножко, так скажем, не очень, то я должна привести себя вот в такое счастливое состояние души и тела, как говорится. Вот тогда все будет в порядке. Вот фестиваль «Ария Севера», почему стоит его увидеть? В чем его особенности, чтобы вы подчеркнули? Ой, во-первых, это мы представляем великие оперы, разножанровая вообще программа, опера, русская опера «Князь Игорь», опера «Буффа», тоже отдельный стиль, это Россини, сибирский цирюльник, Сильва — это музыкальная оперетта, совершенно тоже другое, да. И что у нас еще? Еще одна. Кармен, да. Вот забыли, и да. главную роль исполняет тоже выпускница Уральской консерватории Лариса Андреева, с которой мы в одно время учились. И я буду очень счастлива ее увидеть. Вот она, конечно, настоящая Кармен. Я ее видела в Москве, когда я была. И видела ее Кармен. Я думаю, что зритель просто получит громадное наслаждение. Мы тоже уверены. Людмила, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем успешного выступления, и еще раз покорить нашего якутского зрителя. Спасибо большое. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.